В Рияде один из судей разбирал дело человека, умершего в больнице. У этого человека после смерти не оказалось ни жены, ни детей. Не совсем точно будет сказать про него оторванный от дерева. У него не было близких родственников. При помощи документов, оказавшихся при нем, смогли найти его дальних родственников. Так как дело о его наследстве перешло в суд, то он теперь распоряжался тем, кому достанутся деньги. У умершего не было ни братьев, ни сестер, ни матери, ни отца. Никого. После обращения в ЗАГС суд смог выйти на 3 родственников, сыновей какого-то дяди, с которыми умерший имел общего дальнего родственника, дедушку или кого-то еще. В любом случае, они являлись ближайшими наследниками умершему. Этот судья говорит: наши работники суда после того, как вычислили номера этих ребят, позвонили им и пригласили в суд. Когда они явились, то по их виду мы поняли, что они не из богатых семей. Они сели передо мной, и по ним было видно, что они взволнованы. Возможно, думали, что на них кто-то пожаловался или что-то еще. Я спросил их, знают ли они такого-то человека, и назвал им имя умершего. Они ответили: да, это наш дальний родственник. Он был бизнесменом. Однако между нами не было никаких отношений. Мы не ходили друг к другу в гости. Он не посещал нас в праздники, свадьбы, похороны и так далее. Они даже не подозревали, что тот умер. Видимо, они подумали, что у их родственника проблемы с законом, и что их допрашивают по этому поводу. Судья спросил: значит, между вами не было никаких отношений? Они ответили: нет. Мы даже не знаем номер его телефона. Тогда судья сообщил им о смерти их родственника. Те парни особо не расстроились. Умер и умер, да смилуется над ним Аллах. Они его совершенно не знали, поэтому его смерть не повлияла на них никаким образом. Судья спросил: может, у умершего были братья, дети? Юноши ответили: нет. Насколько нам известно, у него не было семьи, детей. Жену он развел много лет назад, детей они не родили. Что с ним было в последние годы его жизни, мы не знаем. Знаем только, что у него не было жены, и детей он завести не смог. Судья сказал: да, это действительно так. Мы проверили его данные в ЗАГСе и поняли, что у него не было семьи и близких родственников. Мы также поняли, что вы 3 являетесь его ближайшими наследниками. Они спросили: что? Судья ответил: вы 3 наследники. Каждый из вас унаследовал 115 миллионов реалов. Я рассказываю вам реальную историю, и цифры тоже реальные. 115 миллионов реалов. Чтобы люди поняли, можно сказать, что это около 30 миллионов долларов. Судья сказал: один из парней, услышав такое, упал в обморок. Второй заплакал. Возможно, от счастья, что тот умер. Третий начал спрашивать, заикаясь: «А вы это серьезно? Поклянитесь!» Судья ответил: «Да, это правда. Каждый из вас получит 115 миллионов реалов». Затем он передал каждому из них чек в названную сумму и спросил: «Мы не нашли какого-либо завещания с его стороны. Может, кто-нибудь из вас пожертвует хотя бы 1 миллион? И мы построим от его имени мечеть». Первый наследник сказал: «Извините, но у меня много долгов. Но ведь эти деньги пришли к ним без каких-либо усилий с их стороны». Второй сказал: «Извините и меня, но у меня много детей». Третий же, обратите особое внимание на его слова, сказал: «Если он не помог себе сам, то и мы не поможем».
То есть тот, кто не стремился до смерти помочь себе с пожертвованием, завещанием и тому подобное, ищет помощи теперь у нас. Если бы он хотел помощи и пользы для себя, то сделал бы это до смерти. Нет, мы не поможем ему. Далее судья рассказывает: «Клянусь Аллахом, они вышли и не оставили в пожертвование ни одного реала. Поэтому, уважаемый брат, пиши завещание, пока ты являешься владельцем своего имущества, а не кто-то другой».